Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... В Джугурку-Кенеше прошло 5-е заседание комиссии по окружающей среде и природным ресурсам Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств ТЮРКПА. На повестке дня были вопросы устойчивого использования природных ресурсов. Председатель комиссии ТЮРКПА по окружающей среде и природным ресурсам, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Ахлиман Амирасланов поприветствовал участников заседания и отметил, что на заседаниях комиссии всегда обсуждаются насущные и важные вопросы. В ходе заседания зав. Отделом Департамента развития лесных экосистем Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Майрамбек Алиев озвучил предложение. По его словам, в Кыргызстане на сегодняшний день имеются орехоплодные леса на общей площади 630 тысяч гектаров. Основной проблемой этих лесов является борьба с вредоносными насекомыми. В связи с этим мы бы предложили организовать обмен опытом, тренинги по данному вопросу между государствами, предложил он. Председатель комиссии Ахлиман Амирасланов поблагодарил за предложение. Я думаю, что это важное предложение. Это важно, когда в таких заседаниях участвуют специалисты. Предлагаю внести изменения в нашу резолюцию, сказал он. Депутат Джугурку-Кенеша Абылкаир Узакбаев отметил, что парламентская ассамблея своей деятельностью создает условия для политического, экономического, культурного сотрудничества, вносит существенный вклад в сближение братских народов. Рассматриваемая на нынешнем 5-м заседании проблема очень актуальна как в мировом масштабе, так и для тюркоязычных стран, так как наши народы все больше потребляют продукты с ГМО. Поэтому их применение необходимо законодательно определить. Совместными усилиями, обменом опытом, применяя имеющиеся возможности, мы найдем пути решения данной проблемы. В мероприятии приняли участие парламентские делегации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции. Председатель комиссии ТЮРКПА по окружающей среде и природным ресурсам, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Ахлиман Амирасланов в своем интервью программе «Мост дружбы» сказал: Bilirsiniz ki, Türk dilli ölkələrin parlament assambleyası artıq 10 ildir fəaliyyət göstərir. Наша Земля всего лишь бесконечно малая частица Вселенной, но только на ней, одной из всех обследованных человеком планет, есть жизнь. А раз так, то нам надо вдвойне стараться, чтобы природа нашего общего дома не только сохранилась, а становилась все изобильнее и краше. Ведь все, что мы едим, пьем, даровано нам природой. Вся наша маленькая и большая техника, от лопаты до космических ракет, из природных материалов. Сам человек тоже часть природы. И всякое неблагополучие в природе угрожает его здоровью и жизни. В эпоху научно-технической революции природа оказалась беззащитной перед человеком, зависимой от него. Перегораживаются плотинами реки, запускаются в космос ракеты, земную кору пронизывают глубочайшие скважины. Вольно или невольно человек вмешивается в ход природных процессов, нарушая естественное равновесие. В результате гибнут реки, изменяется климат, исчезают растения и животные. Это бедствие называют экологическим кризисом. Предмет изучения экологии – связь живых существ со средой. Экология призвана вырабатывать общую стратегию поведения человека в природе, а также она призвана искать пути к восстановлению пострадавших природных систем в измененном виде. Право на жизнь в экологически чистой, здоровой и безопасной среде – одно из важнейших прав человека. Поэтому во всем мире в последнее время так обострилась проблема окружающей среды. Она приобрела экономическое, социальное и политическое звучание. Возросла роль экологии и в современной науке. Вопросами экологии начали заниматься и экономисты, и юристы, и социологи, и философы. Однако до сих пор многие вопросы остаются неизученными и нерешенными. Поэтому проблема охраны окружающей среды и влияния загрязнений на здоровье человека остаются актуальными. Сохранить природу, сохранить жизнь. Заместитель председателя комиссии ТЮРКПА по окружающей среде и природным ресурсам, депутат турецкого парламента Реджеп Шекер отметил:
işte soda ile ilgili, cam yapımındaki ham madde ile ilgili çok modern bir fabrikayı gezdik. Hem de Türkiye'nin Tohum Gen Bankası'nın olduğu. У каждой страны есть свое видение и решение по обеспечению безопасности пищевой продукции. Мы поделились идеями, обменялись опытом. Это чудо, природа. Человек – ее частица. Природа дает человеку питание. Ветер и солнце, лес и вода доставляют нам общую радость. Формируют характер, делают мягче, поэтичнее. Люди неразрывно связаны с природой тысячами нитей. От состояния природы зависит жизнь человека. Сохранить природу, сохранить жизнь. Многие растения и животные организмы становятся накопителями металлов и стойких химических соединений. Их употребление опасно для здоровья. Изменение среды самым непосредственным образом затрагивает здоровье человека, его биологию, все живое. Безрассудная деятельность человека по отношению к природе поставила на грань. Что может сделать каждый из нас для сохранения природы? Прежде всего, необходимо создавать безопасные техночистные сооружения, необходимо научиться бережному отношению к природным ресурсам и сообществам. Сегодняшняя наша встреча Тюркпа по окружающей среде и природным ресурсам прошла очень плодотворно. Очередное 6-е заседание Тюркпа по окружающей среде и природным ресурсам будет проходить в 2020 году в середине мая в провинции Караман, Турции, где одновременно будет отмечаться праздник турецкого языка. Sonraki toplantının Türk dili konuşan ülkelerin misyonuna, amacına da kuruluş gayesine de uygun olarak Karaman'da yapılması bizleri de son derece mutlu edecektir. İnşallah o toplantıda da hem Главы МИД Казахстана и Турции обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. В Министерстве иностранных дел Казахстана состоялось 5-е заседание совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств Казахстана и Турции Бейбута Атамкулова и Мевлюта Чавушоглу, который прибыл в Казахстан с визитом. В ходе заседания главы МИД двух стран обсудили вопросы политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействие в рамках Астанинского процесса по урегулированию сирийского кризиса и ход подготовки к юбилейному саммиту Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Глава МИД Казахстана отметил, что Турция является важным стратегическим и надежным партнером Казахстана на Евразийском континенте, что обусловлено исторической и культурной общностью двух братских народов, а также возросшей ролью Нур-Султана и Анкары в процессах региональной и глобальной политики, авторитетом в мусульманском и тюркском мире. Чавушоглу подчеркнул особую роль первого президента Республики Казахстан Елбасы Нурсултана Назарбаева в создании архитектуры существующих стратегических связей между двумя странами. С 1991 года Назарбаев посетил Турцию 24 раза с рабочими и официальными визитами. В этот же период в казахстанской столице президентов Турции приняли 15 раз и премьер-министров 6 раз. В текущем году Казахстан и Турция отмечают десятилетие придания двусторонним отношениям статуса стратегического партнерства. За этот период проведено 3 заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня под председательством глав государств. Турция входит в топ-10 стран основных торговых партнеров Казахстана. С участием турецких инвесторов на сегодня реализованы такие значимые проекты, как производство фармацевтических препаратов, хромового концентрата, электронно-оптических приборов, безалкогольных напитков и кондитерских изделий. Общественным объединением дипломаты Кыргызстана совместно с дипломатической академией МИД Кыргызстана и фондом Телекмат-Аке проведено очередное мероприятие, приуроченное 75-летию образования внешнеполитического ведомства Кыргызстана. Ветераны дипслужбы при участии ответственных сотрудников ведущих направлений Министерства иностранных дел в этот раз обсудили вопрос взаимодействия МИД с Институтом почетного консула в зарубежных странах и использования его потенциальных возможностей. Было отмечено, что Кыргызстан в силу ограниченных финансовых возможностей не может открывать большое количество представительств в тех или иных регионах иностранных государств для защиты прав и интересов граждан Кыргызстана.
Главным посылом мероприятия отмечено о необходимости умелого и практического использования института почетного консула для решения как консульских, так и ряда других вопросов, в том числе поиск потенциальных инвесторов в экономику страны, развитие двусторонних отношений и в сфере культурно-гуманитарных контактов. Для участия в мероприятии был приглашен почетный консул Кыргызстана в городе Калькутта, Индия, господин Прамод Кумар Сараф, зарекомендовавший себя как истинный друг кыргызстанцев. Это первый в истории кыргызской дипломатии случай, когда в Бишкек специально прибывает почетный консул в иностранном государстве для личного знакомства с руководством МИД КР и обсуждения, уточнения поставленных перед ним задач в рамках его полномочий. Он рассказал участникам мероприятия о своей практической работе и возможностях дальнейшего расширения других направлений кыргызско-индийского двустороннего сотрудничества и проинформировал о современном состоянии Индии в условиях глобализации в политической и экономической сферах. В обсуждении темы «Почетный консул. Важный инструмент в дипломатической деятельности» приняли участие первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Нуран Ниязалиев, проректор дипломатической академии МИД КР Зайнидин Курманов, чрезвычайные полномочные послы и посланники Кыргызской республики и другие. Глава общественного объединения «Дипломаты Кыргызстана» Эрик Асаналиев в торжественной обстановке наградил нагрудным знаком Телекмат Аке второй степени почетного консула Кыргызской республики в городе Калькутта господина Прамод Кумара Сараф за его заслугу в укреплении авторитета Кыргызстана на международной арене. В 2013 году вновь было образовано наше объединение дипломатов Кыргызстана. И мы, когда обсуждали, чем мы будем заниматься, что мы должны ставить прерогативой в нашей деятельности, у нас зародилась идея. Госорганы занимаются своими делами, общественная организация своими, но у нас должно быть между нами мост, какой-то совместная работа. Мы должны друг другу помогать, подставлять плечо. Поэтому главной задачей у нас было оказать содействие МИДу, дипломатической академии, нашим молодым дипломатам посредством общения, дискуссионных клубов, организации разного рода круглых столов и конференций о наших достижениях, либо о тех проблемах, и оказать поддержку молодым дипломатам. I am Pramod Saraf. I am honorary consul for Kyrgyzstan in Calcutta. I have come here to receive an award, Tilakmet Award. Награждение для меня неожиданно. Благодарю общественное объединение дипломата Кыргызстана и фонду Телекмат Аке за то, что наградили меня. Я рад получить награду и обязуюсь вдвойне работать за укрепление дружеских отношений между Индией и Кыргызстаном. Эта награда будет напоминать мне о непростых, но замечательных минутах на пути к успеху. Спасибо всем. Спасибо организаторам, проявленное доверие и признание моих заслуг. Также хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в мероприятии. I will continue to work in future also. Один из старейших и ведущих вузов страны, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, отмечает свое 85-летие. За эти годы там подготовили более 200 тысяч специалистов, среди которых немало выдающихся государственных и общественных деятелей республики. На торжество приехали лучшие выпускники, зарубежные дипломаты и представители международных организаций. Встречаться каждый год в стенах Альма-Матер стало доброй традицией, но сегодня день особенный. На юбилей пришли тысячи выпускников разных лет. Все как один при параде и с праздничными лентами через плечо. Шествие растянулось на сотни метров. В пестрой толпе много знакомых лиц. Политики, ученые, писатели и меценаты. Все они когда-то получили здесь путевку в жизнь.
Поздравительные телеграммы пришли со всего мира, в том числе от заместителя генерального секретаря ООН и руководителей ведущих международных университетов. А как же иначе? Сегодня КАЗНУ входит в число 50 самых технологически развитых вузов планеты. Его выпускников знают не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Вузы сейчас становятся драйвером развития не только образования, науки, в целом всего общества. Потому что поднимая науку, образование, поднимая инновацию, повышая качество человеческого капитала, только тем самым мы можем поднять наш уровень, нашу страну в целом. КАЗНУ уже давно признан лучшим университетом тюркского мира, но сейчас перед профессорско-преподавательским составом стоит еще более амбициозная задача – войти в число ведущих вузов мира. Цель определена, движение к ней уже начато. Мечеть Эйюп, Стамбул. Уникальная мечеть Эйюпа Султана расположилась в районе Эйюп на европейской стороне Стамбула, недалеко от залива Золотой Рог. Это первая мечеть, построенная турками-османами после завоевания Константинополя. Воздвигнута она была по приказу султана Мехмета II в 1459 году. Место для постройки было выбрано не случайно. Здесь, по преданию, был похоронен Абу Эйюб аль-Ансари, знаменосец пророка Мухаммеда, погибший при осаде Константинополя в 674-678 годах. С чего началось строительство мечети Эйюб? Строительство комплекса началось с постройки мавзолея под его могилой. Говорят, что наставник султана Мехмета II однажды увидел место захоронения этого почтенного человека во сне. Впоследствии мавзолей стал частью религиозного комплекса мечети Эйюп Султана. Теперь это самая почитаемая мусульманская святыня в Турции и одна из главных святынь ислама. С начала XVI века установилась традиция, согласно которой именно в мечети Эйюпа Султана восходящий на престол падишах торжественно награждался символом династии повелителей мусульман. Архитектура мечети Эйюп. Квадратное здание мечети возведено из белого мрамора и увенчано огромным куполом, вокруг барабана которого разместились еще 8 небольших куполов. Рядом с мечетью стремятся ввысь 2 граненых минарета с конусообразными крышами. Во дворе перед входом в тени гигантских платанов раскинулся фонтан для ритуальных омовений. Именно здесь проходил обряд посвящения владык мусульманского мира. Восхитительное убранство внутри здания поражает своей гармонией. Полы засланы ковром зеленого цвета, а стены украшены великолепными изразцами разных времен, выполненными в лазурно-голубых тонах. Внутри мавзолея хранятся святые мусульманские реликвии, среди которых и отпечаток следа ноги пророка Мухаммеда. Крыша саркофага Абу Эйюпа украшена арабской вязью. Настоящим произведением искусства серебряной решеткой подарком султана Селима III окружен саркофаг. Посещение мечети Эйюпа. В дни исламских праздников сотни правоверных мусульман обязательно посещают священное место. Говорят даже, что молитвы, произнесенные здесь, сбываются. Поэтому в праздничные дни в этой мечети особенно многолюдно. Каждую пятницу за 1,5 часа до полуденной молитвы перед мечетью выступает со своей программой любительский оркестр «Мехтер». Музыка, вековые платаны, стаи голубей возле фонтана, паломники, молящиеся возле мечети султана Эйюпа, торговцы сувенирами, многочисленные туристы – все это создает мистическую и праздничную атмосферу в этом пропитанном историей месте.
Добро пожаловать в Стамбул. Добро пожаловать в мечеть Эйюп. Советник по религии посольства Турции в Кыргызстане Шемсеттин Унал устроил ифтар от имени Управления по делам религии Турецкой Республики в центральной мечети имама Серахси по случаю священного месяца Рамазан. В ифтаре приняли участие кыргызские и турецкие предприниматели, в том числе приглашенные из разных организаций. Церемония ифтара началась с чтения аятов из священного Корана и молитвы по случаю месяца Рамазан. Советник по религии посольства Турции в Кыргызстане Шемсеттин Унал сказал: «Желаю всему кыргызскому и турецкому народу благодати благословенного месяца Рамазан, когда был ниспослан священный Коран. Пользуясь случаем, поздравляю всех мусульман со священным праздником Рамазан-Байрамы. Завершается благословенный месяц Рамазан, месяц поста, являющегося одним из столпов ислама, поклонения Всевышнему, терпения и милосердия к окружающим. Весь месяц братья и сестры соблюдали пост, выстаивали в молитвах, обращая свои мольбы к Аллаху, занимались благотворительностью и раздавали пожертвования нуждающимся. Сегодня у нас в ифтаре принимают участие около 1500 человек. Перед последним днем праздника Рамазан мы еще один ифтар организуем в кыргызском поселке. Еще раз поздравляю вас с наступившим благословенным и светлым праздником Рамазан. Да примет Всевышний Аллах наши посты, молитвы и все благие деяния, совершенные в священном месяце Рамазан. И да воздаст Он за это многократно. Пусть блага, приобретенные нами в течение этого баракатного месяца, останутся с нами навсегда. И пусть все греховное, от которого нам удалось избавиться в этом месяце, никогда к нам не вернется. Из столицы Кыргызстана, города Бишкек, от имени народа Северного Кипра и от себя лично поздравляю вас с наступающим благословенным и светлым праздником Рамазан-Байрамы. С благословенным праздником радости, счастья и улыбок. Пусть праздник Ураза-Байрам принесет в каждый дом и каждую семью мир, согласие, любовь и счастье. Пусть в этот праздничный день не останутся без внимания все ваши молитвы, богоугодные деяния и благие намерения. Желаю вам крепкого здоровья, духовного очищения, новых благочестивых дел, благополучия и успехов. Kutlamak isterim. Ramazan bayramınız kutlu olsun.
переходите из мясных продукций, да? Есть специальные процедуры, у нас очень строгий контроль по проверке скота. У нас 3 ветеринара, 2 из них работают на убойном цехе. 3-й ветеринар уже непосредственно проверяет перед отгрузкой на склад-заводе. А также у нас своя лаборатория, которая проверяет внутренний входной контроль сырья полностью. Они делают анализы на микробиологию, на физико-химические, также органолептические показатели. Посмотри, мы знаем, что вы экспортируете Казахстан пока что. Еще намерены какие страны вы намерены? Ну, пока в данное время планируем уже выйти на ближайших наших соседов. Это Таджикистан, Узбекистан, а также внутри Таможенного союза. Широкий ассортимент продукции был представлен на международных выставках. Компания награждалась золотыми медалями как производитель лучшей колбасной продукции в Кыргызстане. Недавно премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев наградил правительственными наградами ряд экспортеров предприятий, которые внесли значимый вклад в продвижение экспорта отечественных товаров и развитие национальной экономики, в том числе ОСО «Адал-Азык», «Тойбос». Для получения высококачественной продукции завод оснащен современным технологическим оборудованием от ведущих мировых брендов. В Национальном центре детей и юношества «Сейтек» прошло мероприятие, посвященное Дню памяти Ататюрка, молодежи и спорта. После почтения памяти Ататюрка и шахидов прозвучали гимны Кыргызстана и Турции, затем с речью выступил посол Турции Дженгиз Камиль Фыра, после которого состоялась концертная программа с участием турецких лицеев в исполнении кыргызских и турецких учеников.
В конце программы были продемонстрированы стиль